Рост тарифов на вывоз ТКО во втором полугодии не должен превысить 4%. Поправки в соответствующий закон рассмотрело правительство Коми. В регионе уже применяется льготный тариф на услуги по тепловодоснабжению, а также водоотведению. Без введения льгот рост платы за вывоз отходов с 1 июля 2020 года мог бы составить 10%. Но в случае принятия законопроекта тариф вырастет не более чем на 4%. Поправки распространяются на жителей региона, бюджетные организации, финансируемые из республиканского и местных бюджетов, субъекты малого и среднего бизнеса, что не допустит ухудшения условий для ведения предпринимательской деятельности. Для реализации законопроекта в республиканском бюджете республики предусмотрено соответствующее необходимое бюджетное ассигнование в объеме 58,3 миллиона рублей. Из них 27,3 миллиона будет направлено на обеспечение применения льготных тарифов для населения и 31 миллион для прочих потребителей. Дополнительные средства из республиканского бюджета также будут выделены местным бюджетом на разработку генеральных планов, правил землепользования и застройки и документации по планировке территорий муниципальных образований. Планируется и изменение распределения объемов субсидий между муниципальными образованиями. Генеральный план – это принципиально важный документ для всех муниципалитетов, без которого на сегодняшний день невозможно решить задачи развития городов и районов. Поэтому все, что касается разработки, утверждения генпланов, имеет крайне важное значение для муниципальных образований, значит и для республики в целом. В Коми не актуализировали генеральные планы. Больше 2 десятков муниципальных образований. Им частично субсидированы средства на 2020 и 2021 годы. В столице региона согласование генплана на финальной стадии. В марте согласительная комиссия должна закончить работу. В мае будет утвержден окончательный вариант.